реализуя программу комплексного развития села, здесь мы работаем с начинающими фермерами и повышение квалификации всех специалистов проводим. Ну, вот типа агробизнеса. Говорят, агробизнес, общем, начинающих фермеров, но это очень сложный вопрос, поэтому здесь приходят учиться в основном люди, те, хотя от души хотят заниматься этим, имеют уже землю и зарегистрированы уже главой крестьянского хозяйства. Вот они как раз выбирают направление растениеводства, там скотоводства и коневодство. Но это очень сложные вот эти технологии, очень сложные у них, но мы стараемся им помочь, поэтому самых хороших технологов приглашаем сюда и показываем всякие технологии, чтобы они оттуда выбрали, а также на якутском языке, если сказать, толкуем тоблуден. Это значит, как раз они, вот это обучение, 500-часовая программа, и они здесь, в общем, находят себя, можно сказать, по какому профилю они будут двигаться дальше, развивать производство. В нашей программе развития пчеловодства включаем весь комплекс услуг, вплоть до закупки готовой продукции. И для пчеловодов это будет хорошим подспорьем как финансовым, так и как дополнительный средства к заработку. Мы на сегодняшний день привезли первую партию племенной породы пчел. Это племенная пасека Республики Татарстан, ООО «Тимирязево». Это одна из сильных республиканских пасек, где сохранена традиционная среднерусская порода пчел. Почему она актуальна для вашего региона? Потому что эта порода пчел, скажем так, более приспособлена к зимовке в условиях сильных морозов. Плюс современные теплые материалы дадут ей хороший результат, и мы надеемся, что этот эксперимент даст хороший результат. Насколько различаются дикие пчелы от культурных? Здесь мнение достаточно ошибочное, скажем так. Дикая пчела – это тоже дикая пчела, она не одомашнена. Здесь мы, основываясь на зоологии и биологии пчелы, подстраиваемся под эти условия и даем ей условия для развития и для удобного, скажем так, откачивания медовой продукции. Если в диких условиях, скажем так, в дуплах, в бортях, традиционно сохранившиеся в Башкирии, хотя их и не так там много, качество меда фактически на самом деле не отличается. Что мы используем наши ули и что пчела развивается, скажем так, в дупле. По качеству мед тот же самый остается. В феврале-марте месяце я уже проводил в стенах сельхозакадемии обучение пчеловодов. И там у нас была теоретическая часть. Люди с удовольствием слушали, задавали вопросы, занятия проходили интересно. Я был удовлетворен той аудиторией, которые пришли с целью научиться пчеловождению.